Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжани представил активу Гудаутского района, исполняющего обязанности главы администрации Рауля Лолуа. При президенте Абхазии будет создан Совет молодых ученых. Аслан Бжани провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты подведомственной Академии наук Абхазии. Готовится к открытию единственный в Сухумском районе многофункциональный спортивный зал. Президент Аслан Бжани представил активу Гудаутского района, исполняющего обязанности главы администрации Рауля Лолуа. В церемонии представления приняли участие вице-президент Бадра Гунба, глава администрации президента Абисалом Кварчи. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Представляя нового руководителя Гудаутского района Рауля Лолуа, президент рассказал, что бывшим главой Багратом Боджгуа была проделана большая работа. Баграт Фазлабиевич будет переведен на другую должность. Гургаразы кяд картны яхопшту по бюджету изехцу бре бюджету унарбот таглазаша зипшази и зипшоу. Харатахума хабха авусту кодзара ирацоп хазехзаз еха хазхимца зрацоп уяшоп аха усоп обстазара шоо шачала хабха ишто зараха хазботха. Бре анпи Баграт توب حواس فرستخوب ونبناه صوصا أن أيختار كوبزيا أنشفا ويتا وابخا يجرخ راول فاليري بالولوا أريتو تزم دروج دا أزر على بخا وسبعنا جرسمه بزيجدر درويتها كدوت رايون ديد تشكوبشز هاي بشرا دالخون أوردن ليون ياناشوب Центр специального назначения Дара Крышуксева Усу ХНСКБ и Хабыский даман, Убрямиштах, Авинц Апиуска, а министра и Хабыс даман, генералу, Убрямиштах, парламента, депутат Аус Юхан, Ересер Хабидрующий Курцвейт, соратник Шоп, Яхау Франция, советницкий Циман. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи зачитал указ президента о назначении Рауля Лолуа исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района. Первое. Освободить Боджгуа Баграта Фазылбеевича от должности главы администрации Гудаутского района в связи с переходом на другую работу. Второе. Назначить исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района Лолуа Рауля Валерьевича. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжани, город Сухум, 26 января 2024 года. Баграт Боджгуа поблагодарил коллектив и актив района за совместную работу. Большое спасибо за 3,5 года активу району, коллективу, всему. На самом деле мы, Аслан Георгиевич, как вы сказали, мы за 3,5 сделали немало, предстоит еще сделать дальше больше. Пожелаем удачи Владимировичу Агубзира. У меня просьба ко всем. Хазжу ускакоп, хазик хайдгылана, хайсхрана, кудота район ахстахгит хюрадба, кышк сахайшта усит сахвит, и табуб хашвасху. Рауль Лолуа выразил надежду на поддержку коллектива и жителей района и дальнейшую совместную плодотворную работу. Я очень рассчитываю, надеюсь, что этот коллектив меня поддержит, примет как своего, потому что считаю, что для Гудаута, для Гудаутского района я родной. И мое село Звандрыбш, и мое село Ацы, и Новый Афон, где я всю молодость свою провел. Это послевоенное время меня, скажем так, и все события, которые были связаны с Гальским районом, меня туда занесли. А так я не отрывался
от Гудаутского района, замечательных, красивых наших сел. Я постараюсь сделать так, чтобы наш Гудаутский район процветал, чтобы здесь была безопасность, чтобы здесь было комфортно. Я считаю, что администрация Гудаутского района будет открыта и должна открыта быть для всех наших граждан, для всех наших жителей нашего района. Поэтому прошу вашей поддержки, прошу вашего понимания. Лолуа Рауль Валерьевич родился 20 февраля 1976 года в городе Сухум. В 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции по специальности юрист, оперативно-розыскная деятельность. Окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности государственное и муниципальное управление. Участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. В составе СОБР принимал участие в операциях по ликвидации грузинских вооруженных формирований. В разное время возглавлял антитеррористический центр, Центр спецназначения СГБ и Министерство внутренних дел. Депутат 6-го созыва, генерал-майор милиции. Гугу Цавардания, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Приоритетные направления работы всех ветвей власти на 2024 год. От эффективной и слаженной работы, которых напрямую зависит качество уровня жизни граждан Абхазии, обсудил президент Аслан Бжаня с министрами, главами районов и городов. Необходимо усилить вертикаль власти. Должно существенно уменьшиться время с момента принятия решения до его претворения в жизнь, отметил президент, открывая встречу. Усиление обороноспособности Абхазии – одна из главных задач, решения которой невозможно без сильной экономики. Аслан Бжаня поручил министру обороны использовать максимально возможные ресурсы, в том числе и получать их от стратегического партнера России. Важно четко владеть ситуацией, контролировать ее, что называется, на местах, сказал глава государства. Существенно укрепить экономику страны может и должно динамичное развитие сельского хозяйства, выход его на новый уровень. Это возможно только в том случае, если будет уделяться должное внимание выращиванию новых для Абхазии субкультур. Земля во все времена была кормилицей. Нельзя допускать, чтобы поля зарастали бурьяном, сказал Аслан Бжаня, обращаясь к министру сельского хозяйства Беслану Джопуа. Президент особо подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры. Приоритетным направлением в этой сфере должно стать строительство аэропорта Сухум. Он призвал всех присутствующих оказывать всемирное содействие в реализации данного проекта, так как это имеет стратегически важное значение для улучшения экономической составляющей страны. Проблема безработицы в стране по-прежнему является острой и требует безотлагательного решения от всех чиновников. Создание рабочих мест имеет куда более важное значение, чем только повышение экономического благосостояния. Человек безработный становится легкой добычей для недоброжелателей нашей страны. Он уязвим и легко управляем. Делом надо заниматься. Это наша обязанность, заявил глава государства. Повышение уровня собираемости за потребляемую электроэнергию должно стать приоритетной задачей не только энергетиков, но и глав районов и городов, которые, в свою очередь, несут персональную ответственность за решение этого вопроса. На встрече также поднимались темы, связанные с проблемами в сфере туризма, экономики и соцобеспечения. Завершая встречу, глава государства еще обозначил значимость согласованной и эффективной работы всех ведомств и структур, обслуживающих интересы граждан Абхазии. При президенте Абхазии будет создан Совет молодых ученых. Об этом официально объявил Аслан Бжаня на встрече с молодыми представителями институтов подведомственных Академий наук Абхазии. Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварча и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Президент Аслан Бжаня провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты подведомственной Академии наук Абхазии. Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Абисалом Кварча и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Президент поприветствовал молодых ученых и отметил особую роль и место науки в формировании и сохранении государственности Абхазии. Нам необходимо сохранить нашу государственность, наше государство, потому как государство – это наш с вами дом, в котором мы можем безопасно и по нашим обычаям развиваться. Может, даже он не самый большой дом, а может, это не небоскреб, но это наш симпатичный дом. И он должен быть открыт для наших гостей. Мы должны понимать, как нам действовать дальше для того, чтобы нашей государственности ничего не угрожало. Какие силы есть у нас и на какие силы извне мы можем опереться для того, чтобы завтрашний день наш был безопасным и развивающимся.
Мне кажется, что об этом должны говорить в том числе люди науки, потому что люди науки – это все-таки главные профессионалы. Также он подчеркнул важность связи науки с экономикой. Мы должны посмотреть, чем мы располагаем, как сделать так, чтобы вот эта связь была устойчивой и она была направлена на решение экономических проблем. На самом деле наиважнейшая задача – это обеспечение экономического суверенитета. Далее президент обратился к кандидату сельскохозяйственных наук Дмитрию Сабейке предоставить статистические данные о цитрусовых. Сабейке описал ситуацию с цитрусовыми культурами в стране, начиная с советского периода. До нашей грузино-абхазской войны в советское время, до развала Советского Союза, выращивалось цитрусовых до 120 тысяч тонн. Из них доля мандарина составляла до 110 тысяч тонн. Оттуда остальные 10 тысяч тонн – это половина, где-то 6 тысяч тонн – это апельсины и 5-4 тонн до лимона. А на сегодняшнем этапе, и, конечно, по данным статистики, по данным Министерства сельского хозяйства и таможенный комитет, вы сами непосредственно знаете, объемы производства варьируются из года в год. Самый пиковый объем производства был при Сергее Васильевиче Багав в 2007-2008 году. Тогда были построены приемные пункты цитрусовых культур. Потом это было приостановлено, но было хорошее финансирование фермерских цитрусовых. После войны самые большие? После войны самые большие до сегодняшнего дня это позапрошлый год 55 тысяч тонн. В рамках данной встречи было официально объявлено создание Совета молодых ученых при президенте. При нем был также сформирован попечительский совет, который будет направлять и консультировать членов Совета. Глава государства отметил необходимость наличия подобной площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом. Свидетельствую своего уважения, намерение с вами контактировать и с учетом наших скромных возможностей поддерживать молодое научное сообщество. Руководитель администрации президента Абесалом Кварче в свою очередь отметил, что создание данного совета обусловлено высокой значимостью науки для республики, а также пообещал, что государство будет проявлять заботу о молодых ученых и выделять гранты для осуществления ими научно-исследовательской работы. Ученые люди – это системно мыслящие, не просто так легко стать кандидатом, за этим стоит огромный труд, и их интеллектуальный, научный потенциал будет максимально использоваться на развитие нашего государства и духовного, и экономического, и научного и так далее. Зураб Джапуа поблагодарил руководство страны за то, что они уделяют особое внимание науке и ученым страны, и со своей стороны обещал оказать всяческую поддержку в реализации данной инициативы. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с российскими реставраторами, прибывшими в Абхазию по поручению министра культуры России Ольги Любимовой для оценки масштабов потери и возможности спасения картин, пострадавших в результате пожара в Национальной картинной галерее. По информации российских специалистов, значительную часть картин безвозвратно утеряна, однако остались работы художников, которые возможно реставрировать. Часть пострадавших картин законсервирована и готова к транспортировке в реставрационные учреждения России. При этом абхазской стороне необходимо определить приоритетность, какие именно произведения следует спасать в первую очередь. Было подчеркнуто, что восстановление пострадавших картин – это часть необходимой работы. Важна перспектива, где спасенные работы художников и новые коллекции будут храниться и выставляться в будущем. Республике необходим новый современный комплекс. Нужны свои специалисты, реставраторы. И в этом аспекте представители признанных российских центров выразили готовность в обеспечении стажировки абхазских реставраторов. Александр Анкваб выразил благодарность руководству Министерства культуры России и прибывшим специалистам за проведенную работу и поддержку.
5 рыболовных судов проверили в акватории Сухумской бухты во время совместного рейда погрануправления ФСБ в Абхазии, погранотряда СГБ и Госкомитета по экологии. Специалисты проверяли соблюдение правового режима, установленного в морском пространстве Абхазии. Серьезных нарушений не выявлено. Экипажам судов напомнили о правилах добычи морских биологических ресурсов и запрете лова в пределах 500 метров от береговой линии. Всего в этом году Госкомитет по экологии зафиксировал 3 нарушения по 2 случаям. Нарушители привлечены к административной ответственности, по 3-му проводится разбирательство. Утром 26 января на 29-м километре дороги Рицинского парка произошел обвал, в связи с чем движение автотранспорта было временно приостановлено. Уже к полудню последствия обвала были устранены, дорога была расчищена, движение восстановлено. За прошедший год в Ачимчирском районе было зарегистрировано 61 преступление, раскрыто 60. За отчетный период произошло 15 ДТП, в которых погибли 6 человек, пострадали 26 граждан. Министр внутренних дел Роберт Кют провел выездное отчетно-плановое совещание в Ачимчирском районе. Подробности в материале пресс-службы МВД. В рамках проведения итогов прошедшего 2023 года министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кют провел выездное отчетно-плановое совещание в Ачимчирском районе. В совещании приняли участие первый заместитель министра генерал-майор милиции Руслан Ажиба, заместитель полковник Беслан Чкадуа, глава администрации Ачимчирского района Беслан Бегвава, депутат Народного собрания Ачимчирского округа Алмаз Акаба. Основные показатели деятельности отдела озвучил начальник ОВД подполковник милиции Айнар Когония. За 12 месяцев 2023 года ОВД по Ачимчирскому району было зарегистрировано 61 преступление, из которых 60 преступлений были раскрыты, что составляет 98% раскрываемости преступлений. Что касается тяжких преступлений, за отчетный период было зарегистрировано 15 преступлений, из которых 14 преступлений было раскрыто, что составляет 93% раскрываемости. За отчетный период 2023 года были совершены следующие преступления: убийство с покушением 1, изнасилование с покушением 1, кража 5, разбой 1, хулиганство 1. Согласно отчету, разница совершения преступлений за отчетный период 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила увеличение на 14 единиц. Что касается тяжких преступлений, разница показывает увеличение на 5 единиц. Когония доложил, что по линии уголовного розыска с начала отчетного периода с 1 января 2023 года в остатке находилось 19 разыскных дел. Причина низкого уровня работы по задержанию преступников, отметила Айнар Когония, заключается в том, что большинство разыскиваемых находятся за пределами Республики Абхазия, в том числе и на территории Грузии. Усилить работу в данном направлении поручил первый замминистра Руслан Ажиба. В принципе, последняя проверка показала, есть много недостатков в оперативном хозяйстве, которые много чего уже исправили на стадии исправления. И еще время есть до начала летнего курортного сезона это все исправим. Службой ОГАИ ОВД по Ачимчирскому району за отчетный период 2023 года зарегистрировано 15 ДТП, погибло 6, ранено 26 граждан. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 37 ДТП, в которых погибло 16, ранено 72 человека. Таким образом, разница количества ДТП снижена на 22 единицы, по погибшим снижение на 10 единиц, по раненым снижение на 46 единиц. За отчетный период сотрудниками ОГАИ выявлено 4522 нарушений ПДД. Из них за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 285. Тенденция на снижение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Динамика, безусловно, положительная, отметил министр Роберт Кют. Вместе с тем он подчеркнул важность удержания достигнутой планки. Конечно же, минус 10 смертей – это, я считаю, хороший показатель. Появилось освещение на трассе, людям более комфортно ездить, потому что многие смерти и ДТП у нас были, при том, что ночью люди врезались в скотину, все что угодно, и стала плохая видимость, конечно. Ну, это возможно так, но работа ГАИ сегодня должна быть больше усилена, намного больше.
Заместитель министра, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкаду отметил положительный результат в работе УГАИ Чимчирского УВД, связав его с кадровыми перестановками. При этом Чкаду сделал акцент на необходимости усилить работу стационарных постов ДПС в районе. С этой целью он не исключил применение практики ротации кадров. В работе милиции общественной безопасности можно, наверное, назвать ее, в принципе, удовлетворительной. В общем, если брать патрульно-постовую службу, участковых, паспортную службу и так далее. То, что касается работы госавтоинспекции, эти показатели, которые есть, на самом деле, это один из лучших показателей, которые есть по сравнению с другими районами. Наверное, здесь ряд факторов, которые повлияли на это, начиная освещение и смена начальника ГАИ. Но мы все видим, что работу постов ГАИ, таких как Тамыш и Кудор, необходимо усиливать, необходимо несение службы сделать более правильно по и количеству выявлений, и по несению службы. Но есть объективные причины, нехватка личного состава, категория, очень много сотрудников, которые возрастные, молодежь не идет, это тоже мы понимаем, но тем не менее из того, что есть, мы должны более качественную работу дать на этих постах. В совещании приняли участие представители прокуратуры и СГБ района. Сотрудничество силовых структур находится на должном уровне, подчеркнули силовики. Присутствовавший на совещании глава районной администрации Беслан Бигвава отметил высокий уровень взаимодействия с отделом милиции. У нас с начальником милиции идет полное взаимодействие, понимание, работаем. Если не встречаемся, конечно, то всегда на связи, в день несколько раз. То есть в этом абсолютно у нас все нормально. Хотел бы добавить еще, что вы правильно отметили, что район динамически развивается и очень много туристов в этом году мы ожидаем. Мы уже обсуждали эту тему по тому, где вот большое скопление людей у нас намечено. Если у вас есть какая-то программа по камерам установки, мы, конечно же, тоже будем со своей стороны, как администрация района, помогать в установке этих камер. Резюмируя озвученную в ходе совещания информацию, министр внутренних дел Роберт Кьют поручил в текущем году продолжить выполнение задач по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан района, противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности. Особый упор генерал-майор милиции Кьют поручил делать на работу личного состава в летний курортный период ввиду значительного роста числа прибывающих в район туристов в последние годы. Единственный в Сухумском районе многофункциональный спортивный зал готовится к открытию. Он находится на территории села Гумиста, близ республиканской трассы. Внутренние работы завершены. Осталось благоустроить двор и отремонтировать фасад объекта. Подробности расскажет Асида Малия. Идея открытия многофункционального спортивного зала в селе Гумиста принадлежит местным жителям. Администрация Сухумского района поддержала инициативу сельчан и выделила для этого здание, в котором раньше была школа. Прилегающая территория, как и сам объект, все послевоенные годы использовались предпринимателями в коммерческих целях. В октябре прошлого года администрация Сухумского района выделила деньги, и подрядчик приступил к внутренним работам. В плачевном состоянии была кровля. Ее удалось заменить благодаря финансовой поддержке мецената Алика Минасяна. Здесь раньше была школа, получается. Это были классы. Здесь были свои перегородки и так далее. То есть в тех помещениях, где у нас сейчас тренерская и санузел, это была общая комната. Там тоже мы их разделили, сделали отдельно тренерскую, отдельно санузел. Входы у них свои, у каждого есть. Все для удобства получается. Подвели питание к зданию отдельно, новое не имело питания. Ну, то есть водопровод провели тоже с трассы. И также выгребные ямы. Здесь потому, что в Бача нет канализации своей. 6 миллионов 700 тысяч ориентировочно. Старую лестницу, ведущую на второй этаж, демонтировали. Установили новую, более легкую и не менее прочные конструкции. Монтаж перил предусмотрен в ближайшие месяцы. Санузел общий, предусмотрены 2 душевые. Отдельно есть комната для переодевания и оттуда прямой выход в зал. В зале светлые стены. Освещение точечное. Есть система для циркуляции свежего воздуха и установлены кондиционеры сплит-системы. Напольное покрытие зала, где будут проходить тренировки, деревянное. И по уровню пол немного приподнят. Советовали с тренером. Броски, когда производят, если ты ударяешься о пол, он должен немножко амортизировать. Получается, а стяжка, она очень крепкая, и даже мат не спасет от нее. То есть
тренера сами говорят, что это невозможно будет заниматься. Было решено сделать деревянный пол. Во-первых, он долговечен в том плане, здесь второй этаж, стирости никакой нет. И, в принципе, здание полностью сухое. Балки деревянные 50 на 150, они шагом сделаны таким маленьким, чтобы максимально увеличить прочность самого покрытия. И от бросков, в принципе, здесь никакого нарушения не будет прочности покрытия. Также важно отметить, что из тренировочного зала есть прямой выход на улицу. Пожарная лестница обеспечит безопасный оперативный выход из здания в чрезвычайной ситуации. Что касается противопожарной системы сигнализации, ее установка планируется в ближайшее время. Несмотря на то, что основная часть работ уже выполнена, сложно назвать точную дату запуска спортивного зала. Дело в том, что работа над проектно-сметными документами по ремонту фасада в процессе подготовки. И лишь после выделения необходимых денег приступят к завершающему этапу работ. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Общий долг за потребленную электроэнергию с 2014 года составил более 5 миллиардов рублей. Об этом в интервью Обснапресс сообщил начальник управления сбыта электроэнергии Черноморэнерго Саид Блабба. Предприятия и организации должны более 509 миллионов рублей, оставшая часть задолженность населения. В республике установлено 22,5 тысячи счетчиков. На 2024 год планируется установить еще до 30 тысяч приборов учета потребленной электроэнергии. В последние месяцы произошел резкий скачок собираемости платы за электричество. Это связано и с установкой приборов учета, и с более эффективным администрированием, заметил Блабба. В селе Гагида Галского района идет замена опорных столбов и линий электропередачи. Работы проводят специалисты Черноморэнерго. Подробнее в материале наших коллег из Галмедиа. В селе Гагида Галского района началась замена столбов и линий электропередач. Жители села жаловались на частые перебои со светом из-за ветхого состояния деревянных опор и самих проводов. Сегодня здесь проживают около 100 семей. Население пользовалось электричеством, пока система электроснабжения не обветшала и не стала представлять опасность, говорят сельчане. Провод в земле лежит, в земле. 4 буйвола убили. На земле лежал провод. Попал корова. 4 корова. Вот как раз сейчас будет замена вот всех этих. Вот, вы обращались, да, в администрацию? Будем платить. Ну, свет должен полвремя у нас света нет. А деньги просят. После плановой проверки Галский филиал РУП Черноморэнерго принял решение модернизировать электрические сети. Специалисты компании Черноморэнерго начали ремонтные работы на высоковольтной линии, которая питает около 100 домов в селе Гагида, еще накануне. Сегодня здесь задействована оперативно-выездная бригада номер 4 под руководством старшего мастера Зураба Кукая. Специалисты Галского филиала РУП Черноморэнерго при содействии главы администрации Галского района Константина Пилия не первый раз осуществляют замену воздушных электропередач и обслуживание электросетевого хозяйства на территории района для качественного электроснабжения потребителей Гала. Мы сегодня находимся в селе Гагида, где линии электропередач находятся в аварийном состоянии, что вызывает частые аварийные отключения из-за амортизированных деревянных опор 50-60-х годов, которые не менялись. Для устранения аварийных работ руководством РУП Черноморэнерго были выделены материалы, а администрация Гальского района выделила дизельное топливо, а также оплатила перевозку опор на место установки. Как отмечает заместитель главного инженера РУП Черноморэнерго Георгий Гвелия, за время работы потребители не оставались без электроэнергии. Подача света шла по старой линии электропередач. Реконструкция линий началась вчера. Они будут длиться около недели, если погодные условия позволят этого. Также сейчас, на данный момент, население питается, без подачи электрической энергии не остается. Следующие работы запланированы в селах Пчара и Ряб. Что касается села Гагида, то, как говорят специалисты, по завершению реконструкции высоковольтная линия электропередачи будет работать в штатном режиме, без аварийных отключений. У нас не всегда был свет. А с чем это Когда связано? плохая погода была, у нас свет всегда отключивались. Столбы не были, провода старые, и сейчас вот что здесь делают Черноморэнерго, и всем спасибо.
кто с этим занимается. В линии стоял в бамбуках. За это, когда будет ветер, тогда Свет не будет. бросает внизу, и свет не будет. Так сейчас всегда. вот А вот меняется сейчас это меняется очень хорошо. Спасибо за все. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Сацуа, Пату Библая, Гал Медиа. Литературная гостиная, посвященная 85-летию со дня рождения актера, поэта и певца Владимира Высоцкого, состоялась в культурно-образовательном центре Россотрудничества в Сухуми. Гости читали стихи поэта, слушали его песни, вспоминали творческие годы и жизнь рано ушедшего поющего нерва эпохи. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращении памятной монеты «Народы Кавказа». Номинал монеты 200 апсар. Сделана она из серебра 925 пробы. Тираж 100 монет. На А-версии изображены абхазские воины с известной фотографией второй половины 19 века Ермакова, абхазские депутаты. На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, правее номинал 200 апсаров и дата. В правой стороне поля отчеканена надпись о банке «Государственный герб Абхазии». На реверсе изображение всех героев серии «Одежда и вооружение народов Кавказа», выполненные цветной термопечатью. Изображение заключено в рамку с традиционным абхазским орнаментом. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 27 и 28 января на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди местами в горных и предгорных районах, дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +2, +7. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.